телеканале АТВ продолжаются предвыборные дебаты в прямом эфире, и мы продолжим обсуждать тему о внутренней и внешней политике Молдовы. Сегодня у нас в студии Спиричев Андрей, кандидат в парламент Республики Молдова от блока «Выбор Молдовы. Таможенный союз». Здравствуйте. Здравствуйте. Анна Цуркан, кандидат в парламент Республики Молдова от политической партии «Демократия Дома». Здравствуйте. И Ян Лесневский, кандидат в парламент Республики Молдова от политической партии «Народная партия Молдовы». Здравствуйте, рада видеть вас всех в нашей студии. В начале передачи ее участники представят основные тезисы по теме дебатов, ну а затем перейдут непосредственно к дискуссии. Каждому участнику для выступления отведено 15 минут в течение всей передачи, плюс 5-10 минут для ведущего. Кандидаты используют это время по своему усмотрению. Во второй части участникам будет предоставлена возможность дебатировать с оппонентами. В третьей части дебатов участники ответят на вопросы избирателей. Всем им будет предоставлено право на реплику, а в конце программы кандидаты смогут еще раз обратиться к избирателям, чтобы убедить их голосовать за свою партию. Ну а сейчас я передаю слово Андрею, кандидату в парламент Республики Молдова от блока «Выбор Молдовы. Таможенный союз». Пожалуйста, ваши тезисы. Добрый день, уважаемые телезрители. Хочу коротко рассказать по поводу формирования блока. Многие не понимают и считают, что это партия. На самом деле это является блок, предвыборный блок под названием «Выбор Молдовы. Таможенный союз». В данном случае само название говорит за себя, что наш вектор четко определен. В данный блок вошли три партии. Это Народное движение за таможенный союз, Социал-демократическая партия и партия регионов. То есть лидеры данных партий это господин Топольницкий, Формузал и Шелин. Основными нашими тезисами является это денонсирование соглашения об ассоциации с ЕС. В парламенте не заключать никаких коалиций с правящими партиями ЛДПМ, ДПМ, ЛП и партиями проунионистской идеологии. Также мы собираемся провести референдум о вступлении Молдавии в таможенный союз. То есть на данный момент парламентские выборы делятся, это выбор за Запад либо за Восток. Голосуйте за выбор Молдовы, таможенный союз. Спасибо. Анна Цуркан, кандидат в парламент Республики Молдова от политической партии «Демократия Дома». Ваши тезисы? Партия «Демократия Дома» основана молодыми людьми. Средний возраст наших кандидатов в парламент Республики Молдова 33 года. В списке для парламентских выборов партии «Демократия Дома» парень, девушка, парень, девушка. Такое вы увидите только у нас. Демократия дома основывается на принципах демократии, дружбы, развития понимания между всеми народностями, всеми меньшинствами. Мы хотим прийти к власти, мы хотим поменять Молдову, чтобы все граждане Молдовы, вне зависимости от того, к какой национальности они относятся, к какому вероисповеданию они относятся, жили в мире, дружбе и гордились тем, что они из Республики Молдова. Мы единый народ, и мы хотим жить в счастливой стране и дружить со всеми. Время вышло. Спасибо. Ян Лесневский, кандидат в парламент Республики Молдова от политической партии «Народная партия Молдовы». Ваши тезисы, пожалуйста. Да, здравствуйте. Я представляю Народную партию Республики Молдовы, Халк партия СЫМ, как будет по-гагаузски. Символом нашей партии является яблоко. Это новая партия, которая образовалась в 2011 году. Возглавляет ее господин Александр Олейник. Партия, которую ставит во главу всего государства человека в первую очередь. И впервые в истории Республики Молдова в политической, так скажем, жизни партия приходит с программой, которая была обсуждена с более 300 тысячами гражданами Республики Молдова, где мы узнали конкретно проблемы, которые существуют на данный момент, и показали, как мы будем реализовывать эти проблемы. Кроме этого, еще уже в 2012 мы начали реализовывать свой проект, то есть с которым сейчас пришли. И на данный момент могу с гордостью сказать, что 10% из нашей программы мы уже реализовали, несмотря на то, что наша партия еще не является ни у власти, ни в парламенте. Все, спасибо. Время вышло, уважаемые участники. Ну а теперь переходим к дебатам. Первый раунд и мой первый вопрос. Как вы оцениваете внутреннюю и внешнюю политику Молдовы, проводимые властями за все 23 года?
Первый, ну, наверное, с Яна Лесневского. Давайте с вас начнем. Да. Достаточно известно, что все внешние проблемы – это отголоски внутренних проблем. Сейчас невозможно сказать, что нынешняя власть что-то предпринимала для того, чтобы реализовать, скажем, проблемы на международном уровне. Только усложняли. Поэтому, когда был разговор о евроинтеграции, они никак не находили решения проблем, которые могут появиться. И известно, что любой дипломат, который разбирается в международных отношениях, он знает, любое действие на международной арене приводит к каким-то последствиям, которые нужно заранее предусмотреть. Как, к примеру, можно сказать, проблемы с мясом, которые у нас вот недавно были. На самом деле это внутренняя проблема, потому что мы импортируем в 2 раза больше, чем производится здесь на месте. То есть надо создать просто условия для тех людей, которые занимаются сельским хозяйством, которые занимаются производством мяса, продавать здесь у нас в стране по такой же цене, как мы импортируем, и эта проблема практически решена. И вторая проблема, которая существует на международной, скажем так, арене, недоверие к власти. Любое, даже Россия или санкции любой страны, это сигнал недоверия к нынешней власти. Если его не существует, не может быть никаких, скажем, договоров или соглашений. Недоверие других стран вы имеете в виду? Да, недоверие других стран к нынешней власти. Не то, что к нам, не к людям. Да, страдают в большей части люди, которые, скажем, работают в Европе, в России. Это официальная цифра сейчас на данный момент, да, 500 тысяч говорят. Но другие социологи говорят о том, что это уже около 1 миллиона человек. Большая часть, 70%, находится в России, остальные, то есть получается Европа, Соединенные Штаты, Канада. И мы должны сделать условия настолько хорошие, чтобы эти люди вернулись сюда, открыть рабочие места, чтобы минимальная заработная плата была за час 20 лей. То есть все цифры, чтобы исходили из прожиточного минимума. И при инвестициях в этих людей, которые возвращаются, которые здесь работают, оставляют деньги в этой же стране, мы имеем огромный потенциал создать умное государство. Нам не нужен конфликт. Мы можем взять пример тех же европейских стран, к которым мы хотим быть похожи, скажем. И да, условия в Европе намного лучше, чем у нас. И цены... Перенять опыт, вы имеете Да, в перенять виду? опыт и в соотношении с ситуацией в Молдове, то есть реализовать и создать государство, которым мы могли бы гордиться. И отсюда В ваших исходит... программах есть что-то конкретное? Вот как решать? В нашей программе что-то указано сразу, что мы собираемся решать внешнюю политику при помощи решения внутренних проблем. Так. Это раз. 2. Мы за умную дипломатию со всеми странами, абсолютно, и это возможно. С той же Россией, Украиной и так далее. И 2, то есть тогда, когда будет уверенность в государстве, в правителях, кто будет у власти в Республике Молдова, тогда и решаются все абсолютно проблемы. Что касается, могу сказать так, чтобы все проблемы, которые мы сейчас видели, которые происходили за эти 23 года, за этот период. Да, даже возьмем более короткий период, 4 года. Сперва не могли избрать президента. Голосовали, не знали, как голосовать. То есть поэтому Народная партия предлагает, чтобы президент был избран народом. Потому что президент является лицом государства. Президент это является тот человек, который доносит, скажем, наши идеи, наши взгляды. Тот человек, который должен обсуждать любой вопрос со всеми странами. И сейчас даже обсуждалось, вот, почему Россия, скажем так, обиделась на Молдову. Из-за того, что не проконсультировались. Если ты подписываешь какой-то договор, ты должен обсуждать это со всеми абсолютно странами, с которыми сотрудничаешь. Потому что Россия на данный момент является одной из основных экономических сотрудников, с которыми мы сотрудничаем. Вы за какой вектор ратуете?
развития Молдовы? Мы за европейский вектор развития Республики Молдовы, но как это сделать? Это нужно поднять уровень Республики Молдовы до европейского уровня, и Так. при помощи референдума, то есть уже люди сами должны сказать, за что мы, за Европу, будем мы частью Европейского Союза или нет, или мы просто будем, может, даже отдельный какой-то договор с Евросоюзом и с Россией. И плюс эти проблемы и решают даже наши внутренние проблемы, как с Приднестровьем или та же Гагаузия. Если жители Гагаузии или Приднестровья увидят, что, посмотрите, парламент с Кишинева достаточно хорошо заботится о нас, защищает наши интересы, и они тогда будут иметь доверие, то есть к парламенту Кишинева. Спасибо. Поэтому мы можем решить абсолютно наши все проблемы, учитывая, что у нас достаточно маленькая страна. Всё, Все друг спасибо. друга знаем. Спасибо, время Да, вышло. спасибо. Госпожа Цуркан, демократия дома. Как оценивает ситуацию в Молдове? Ситуацию в Молдове партия «Демократия Кассы» или «Демократия дома» в переводе на русский оценивает как слегка плачевную. Поэтому мы, группа молодых людей, собрали своих сторонников и решили, что мы будем действовать по-другому. Не потому, что мы рвемся к власти, нам интересна власть, да, потому что мы хотим для граждан этой страны лучшей доли. За 23 года было сделано очень много ошибок. За 23 года очень мало спрашивали мнение граждан. За 23 года научились не ценить специалистов, не ценить людей, не ценить труд жителей этой республики. Наши жители уехали за рубеж, там строят семьи, поднимают чужую экономику, работают в чужом сельском хозяйстве. Нам надоело терпеть, и мы хотим другую участь. Партия «Демократия дома» собрала молодых специалистов, юных, не участвующих ранее в каких-то коррупционных схемах, с чистой репутацией, для которого единая цель – это благосостояние Молдовы, благосостояние этого народа. Партия «Демократия дома» хочет дружить со всеми странами мира, включая Австралию и Южную Африку. Но мы хотим навести порядок у себя дома. Мы сетуем за административную реформу. Мы считаем, что нам не нужно столько районов. Нам достаточно 8 территориально-административных областей. Какие? С северную, в каждых областях по 3-4 района, исходя из числа жителей. Вы хотите их объединить? Из экономического зоны, да? потенциала Зоны, региона. Да. Гагаузия где? Гагаузия будет в южной зоне, потому что так будет гораздо легче управлять данными зонами и будет гораздо меньше чиновников. Вы посмотрите на пример района Басарабяска. Там 7 сел в этом районе, но у них там есть председатель района, вице-председатель, начальник дирекции, начальники департаментов. То есть это у нас разводит лишнюю бюрократию и трудности для простых граждан, чтобы какой-то документ взять, порой нужно пройти там 10 госслужащих. А у нас есть Башкан, народное собрание, куда мы их денем? Ваш Башкан, думаю, будет не против, если еще несколько регионов, да, войдут. Да, Гагаузию, войдут да? в данную область. Я думаю, господин Башкан будет не против. То есть мы считаем, что 16 министерств для нашей маленькой республики это слишком много. 8 министерств нам достаточно, которые, то есть в эти 8 министерств войдут функции остальных, которые есть. Нам не нужны некоторые структуры, которые используются властью для того, чтобы кому-то дать по голове. Например, всеми любимый Центр по борьбе с коррупцией, который только и занимается, что какие-то дела возобновляет эти дела. Он только возобновляет, но они почему-то лежат на полке. Их никто не видит, никто никого не сажает.
там только за какие-то мелкие нарушения, за какие-то мелкие взятки, но такие толстые дела стоят на полке для того, чтобы их воспользовать в нужный момент. Но этот цент содержится на деньги налогоплательщиков. Нам интересно, как это используется. Когда некоторые из сейчас находящихся у власти партии обещали, что мы как только придем, то сразу этот страус-верблюд уничтожим. Но, видимо, показалось им, что это очень выгодный инструмент для того, чтобы действовать на оппонентов. Поэтому по нынешний день данный центр цветет и всеми цветами радуги расцветает. Мы считаем, что это неправильно. У нас слишком много госслужащих и слишком мало интересов граждан. Сколько в вашей партии молодых людей таких вот? У нас все молодые люди активные, средний возраст наших кандидатов в депутаты в списке 33 года. То есть и у нас распределены 42% у нас из городов, 58% у нас из сельской местности. То есть 51% у нас мужского пола и 49 у нас женского пола, то есть в списках. У нас абсолютное равенство, потому что мы считаем, что люди вне зависимости от пола и от каких-либо других критериев должны вместе трудиться и вместе что-то решать. В том, что касается вектора, да, мы видим, что очень часто нас тянут в Евросоюз, нас тянут в Россию, в таможенный союз, нас куда-то постоянно тянут, но у нас есть столько внутренних проблем, с которыми мы должны справляться, поэтому мы всегда говорим, что наш вектор – это Республика Молдова. У нас тут есть свои проблемы, есть борьба с бедностью, с коррупцией, есть недостаток трудовых мест, есть молодые семьи. Мы хотим вернуть наших граждан, наших молодых людей, уехавших за рубеж, потому что у нас есть представительство в Италии, в Великобритании, молодые люди, которые хотят вернуться сюда, которые приходят и со слезами на глазах уезжают обратно, потому что у них тут нет условий для развития. Спасибо. Время вышло, не останется потом у вас время для второго раунда. И Андрей Спиричев, кандидат в парламент Республики Молдова от блока «Выбор Молдовы», Таможенный союз. Пожалуйста, ваши отношения. Наши отношения следующие. В принципе, наш геополитический вектор определен. То есть однозначно... Я уже не буду спрашивать вектор. Однозначно мы будем двигаться в сторону таможенного союза. Да, я хочу подчеркнуть, что таможенный союз, он сохраняет нашу государственность и суверенитет. Есть определение, что это соглашение двух и более государств, форма межгосударственного соглашения об отмене таможенных пошлин. То есть это экономический союз. Он ни в коем случае не вредит нашей государственности, нашей целостности. Очень важный момент, мои коллеги тут подчеркнули, что необходимо наводить порядок. Замечательно, порядок действительно нужно наводить. Но у нас существует огромнейшая проблема. Но мы уже 23 года наводим порядок. Мы 23 года наводим порядок, и тем не менее мы порядок не навели. У нас есть огромнейшая проблема, это отрицательная торговая сальдо. Каким образом можно решить такую проблему, не имея внешних каких-то партнеров, где мы можем с ними работать и продавать свою продукцию? То есть это действительно большущая проблема. Увеличивая наш товарооборот, у нас поступают, соответственно, мы знаем, что на 80% бюджет Республики Молдова состоит из НДС. Но для того, то есть это импортируемая продукция, то есть она облагается НДС. Но для того, чтобы, скажем, повысить эту покупательную способность, мы должны что-то производить, чтобы куда-то продавать. Куда мы будем ее продавать? С Европейским Союзом абсолютно точно, мы прекрасно знаем, ситуация следующая. Введены квоты. То есть, к примеру, экспортеры не могут продать свыше 20 тысяч тонн яблок, не могут продать свыше 20 тысяч тонн мяса. Тем временем европейский рынок, для стран Европейского Союза наш рынок абсолютно открыт. То есть мы фактически открыли им полностью, дали им, ребята, пожалуйста, заходите. Поэтому здесь необходимо для того, чтобы поднять в том числе и инвестиции. Очень, кстати, важный момент касательно инвестиций и кредитов. С Европейского Союза мы чаще всего получаем кредиты. То есть кредиты, которые мы получаем... И гранты. Мы должны кредиты вернуть, мы должны вернуть их плюс определенный процент. Там, от 2%, 5%, каждый кредит выдается под определенный процент. Что касается инвестиций, есть такой Евразийский банк реконструкции и развития. Там действительно выдаются кредиты, инвестиции. Там выдаются инвестиции
которые инвестируются в реальный сектор экономики. Инвестиции выдаются от 30 миллионов евро. Реальный сектор экономики, пожалуйста, это агропромышленный комплекс, к примеру, это реструктуризация каких-то промышленных заводов. Сегодня мы знаем, в Кишиневе было огромнейшее количество заводов, которые были просто расформированы. Такая ситуация, в принципе, и по всей республике. Мы катаемся по всем селам, видим вымершие села и города. Это огромнейшая проблема. Для того, чтобы создать эти рабочие места, нужны инвестиции. Необходимо создать рабочие места, необходимо какое-то производство. Будь то там железнодорожное депо, которое пройдет определенную реконструкцию, увеличит свой состав там, с 500 человек до 2000. Тем не менее, 2000 человек смогут работать, зарабатывать и существовать. Сегодня человек, который работает за границей, действительно, он приезжает, какая у него проблема? Ему негде работать. А кто будет сюда инвестировать? Кто сюда будет инвестировать, когда, элементарный просто пример, нынешняя власть, Альянс, придя к власти, говорит, что будут зарплаты 500 евро. Исполнили они свои обещания? Не исполнили. Откуда у них будет 500 евро, откуда они будут выплачивать 500-евровые зарплаты, когда они давят мелкий и средний бизнес? С 2012 года ввели налог 12% подоходный налог для экономического агента. Повысили медстрах и все остальное. То есть на сегодняшний день экономическому агенту просто невыгодно здесь работать, когда у тебя налогообложение свыше 50%. А когда было меньше? К примеру, Какое в 2009 году налог на прибыль сняли, до 2012 года его не было. В принципе, это своего рода как бы окрылило некоторых экономических агентов. Но помимо этого необходимо еще опускать и другие. Скорее всего, необходимо просчитать и ввести какой-то единый налог. В нашем договоре прописано, что мы хотим создать свободную экономическую зону. Замечательно. У нас тогда появляется возможность работать и с странами таможенного союза. Возможно, может быть, получится работать и с европейским продавать. Но и первостепенной задачей, то есть проникаемость наших товаров на европейские рынки составляет всего лишь 0,2%. Пока. Может, со временем это будет больше. Но у них тоже есть производство. Что мы будем делать? То есть Нам- мы должны нам создать нужно, такой значит, товар, лучше мы должны производить. создать такой товар, который был бы намного конкурентоспособнее. К примеру, в Германии настолько это все уже автоматизировано. В качестве примера, в Германии в сельском хозяйстве работает всего 1,5% населения. Да. 1,5%. То есть это говорит о многом. То есть у них на сегодняшний день уже настолько индустриализирована страна, то есть автоматизирована до такой степени, что там в принципе делают все машины, компьютеры, все полностью автоматизировано. Как может наш гражданин, наш экономический агент конкурировать, к примеру, с той же самой Германией? И в Хорошо. принципе все остальные страны. Туда мы не можем, а сюда нас не хотят. Что делать? Что значит не хотят? Менять власть. Нет, на сегодняшний день свыше 60% поддерживают интеграцию в таможенный союз. Так. Более того, соцопросы, которые проводили, вот в качестве примера по поводу миллиона наших соотечественников, которые находятся за границей. В частности, в Российской Федерации это 700 тысяч. Их опрашивали, проводили опрос среди тех, которые здесь остались. То есть, а какое количество здесь осталось? Давайте вернем эти 700 тысяч и спросим у народа. Либо вот в качестве примера мы говорим, давайте проведем референдум. Приедут люди, проголосуют и выскажут свое мнение. Куда нам двигаться? В Европейский Союз, либо в таможенный союз. А если те с Евросоюза тоже приедут? Если Да. те с Пусть приезжают. Евросоюза Нет, тоже... здесь Пусть есть приезжают. одна Здесь проблема уже в том, что опросились. мы здесь внутри страны не можем продать. Да, это очень большая проблема, что мы не можем продать ни в Евросоюз, ни в России. Но проблема же изначально в том, что мы даже здесь на месте. То есть яблоки у нас замерзают. Мы не то, что их не продаем, мы их не собираем. У нас, Некуда извините, продавать. государство настолько уже, что оно просто давит этих людей. Если ты хочешь создать экономическую страну, позволь людям самим это сделать. Мы не используем огромный потенциал. Да, есть в России уголь, газ и остальное. В Молдове есть интеллект. Интеллект людей, которые здесь, внутри, они доказали это. Я с вами согласен. Те, кто Всё. у власти, у них Спасибо. У нас начинается- хитрость. Спасибо. Если у вас нет реплик, мы переходим ко второму раунду, то вас смотрю плавно просто по уже времени. перешли Вы в плавно дебаты. уже перешли, но Это неправильно. значит, во втором раунде вы можете задавать по одному вопросу оппонентам. Кто первый? Ну, девушки, предоставим. Давайте. Давайте у меня будет сначала вопрос к моему соседу Яну. Ян, скажите, пожалуйста, в списках, парламентском списке вашей партии есть люди, которые ранее были во власти, были в парламенте, участвовали там министры и так далее? Есть? Да, есть. Даже лидер Александр Олейник, он был депутатом с 2001 года, был в Альянс Молдова Настры, в оппозиции, боролся
против тогдашней власти коммунистов. Мы все помним те времена. В 2009 мы ожидали, скажем так, прихода демократии к власти, но этот приход демократии к власти не произошел до конца. Просто когда вы говорите, что наши люди никогда не были во власти, партия у нас новая, то вы, пожалуйста, уточните для зрителей, для избирателей, что наши люди были, но они не смогли. Нет, это не то, что они смогли. Оппозиция и власть — это совсем две разные вещи. Но это партия, которая была в государственном органе. Да, являясь даже в оппозиции, когда мы боролись с коммунистами, Александр Олейник был первый человек, который предложил для молодежи бюллетень, то есть этот первый паспорт бесплатно. То есть это даже не рассматривалось в парламенте, то есть из-за того, что он предложил этот проект. Став министром, только он реализовал, даже пойдя на уступки, чтобы была подпись просто правительства. То есть это человек добился того, чтобы сделать то, что обещал. Это раз. Во-вторых, никто, даже коммунисты, являясь у власти, хотя обещали нам, образование бесплатно. Этот человек был одним из первых, кто создал фонды для поддержки молодежи, чтобы они могли продолжать обучение. Кто-то у нас в Молдове это сделал? Нет. Оппозиция у нас не работает обычно, потому что мы доказали, что она работает. Очень легко отмазаться, скажем так. Отмазаться, она говорит, а нам власть не дает работать, и все. Спасибо. Только вопрос. От вас только вопрос требуется. Теперь второй вопрос кандидату. Я бы, к моему кандидату справа, Андрею, я бы хотела задать такой вопрос. Как вы думаете, Россия для нас друг или нет? Я могу дать однозначный ответ, что Россия для нас является другом, более того, это стратегически важный для нас партнер. А как вы думаете, друзья друг друга шантажируют? Ну, в каком формате вы рассматриваете шантаж? Что касается запрета, который ввели на сегодняшний день, то есть об этом предупреждалось. Дорогие друзья, если вы собираетесь подписать соглашение об ассоциации, тогда имейте в виду, что мы свои рынки будем защищать. Как это называется? Шантаж. Нет, это называется не шантаж, это называется экономическая защита своих рынков, потому что есть такая огромнейшая проблема, как реэкспорт и реимпорт. То есть фактически они готовы с нами сотрудничать. Но что произойдет? Мы прекрасно понимаем, что товары, которые не облагаются ни пошлиной, ничем, с Европейского Союза, тихо, спокойно поплывут через Молдавию. Мы прекрасно знаем, что когда Молдавия на экспорт везет товары в Россию, у них есть сертификат происхождения товара с Республики Молдова. Европейские яблоки не поедут. Вы думаете, это соблюдается? В меру недавнейший случай, когда были обнаружены молдавские яблоки, которые каким-то макаром заезжали через Казахстан на территорию Российской Федерации. То есть на базе того, что было, в принципе, уже введено эмбарго для Республики Молдова, они каким-то образом заехали через Казахстан. А как их узнали, что это были молдавские яблоки? На них была просто надпись «Молдова». Да, на каждом яблоке. Ребята, давайте не будем шутить. Спасибо. Теперь, Андрей, ваш вопрос оппонентам. Я бы хотел задать вопрос Яну. То есть мне, в принципе, не очень понятна позиция. Как вы собираетесь поднимать экономику, то есть придя во власть, да, какие-то первые ваши действия? Как вы собираетесь все понимать? Понятно, вы собираетесь решать какие-то внутренние проблемы. Но вот меня больше всего интересует это торговая сальдо. То есть в любом случае, то есть у нас есть насыщаемость рынка. То есть производя то же самое мясо, о котором мы говорили, либо яблоки, либо еще какие-то продукции, у нас сколько осталось? 2,5-3 миллиона жителей фактически. Вопрос, пожалуйста, вопрос задайте. То есть как вы собираетесь поднимать? Я попрошу Яна короткий ответ, потому что у вас мало времени остается. Как я сказал, те пункты, которые мы даже обсуждали, да, тот же, скажем, подоходный налог для предприятий, чтобы они здесь развивались, избавить от этого налога на 3 года, да, предприятия, которые хотят развиваться здесь, в Молдавии, чтобы они увеличивали и производство, и качество, с которым они могли выходить и на европейский рынок, и на российский рынок. И причем эти предприятия внутренних сельских хозяйств поддерживало государство. И когда есть стабильность государства, тогда есть и уверенность России, Украины, Зимбабве, других стран. И они захотят с нами сами сотрудничать, вне зависимости от того, какой мы вектор выберем. Но в Европу мы продавать не можем. Почему не можем? Мы не хотим. На данный момент Вы читали текст? Да, я читал текст, эти квоты. Мы не можем сейчас на данный момент и в России продавать.
Нет. На данный момент у Естественно, нас в эмбарго России на мясо, на яблоки и так далее. Вступая в таможенный союз, наши рынки, ихние рынки для нас открыты. Да, а Пожалуйста, как мы вступим в продавайте. таможенный союз? Яблоки как будем перевозить? Украина уже решила, они идут в Европу. Что такое таможенный союз? Это экономический союз. Согласен. Фура пакуется в Молдавии, транзитом проезжает через Украину, далее с нее она растамаживается, но в данном случае она не На уплачивает. Украине исчезает. Нет, она на Украине не исчезает, дай бог, что не дойдет до этого, до военного конфликта. Да. Она растамаживается, никакие пошлины не уплачиваются и спокойно заезжает на рынки стран таможенного союза. Не проблема, то есть не проблема даже, что мы торговали с таможенным союзом. Я говорю о том, что мы Для можем торговать. конкурентоспособности, для конкурентоспособности себестоимость товара должна быть низкая. А у нас еще очень важный момент, что себестоимость берется от энергоресурсов. Спасибо, уважаемые участники. Сейчас очередь Яна. Сейчас вы будете отвечать на его вопросы. Достаточно простые вопросы. Народная партия, как вы уже знаете, предлагает, чтобы президент избирался прямым голосованием народом. И что вы скажете, вот, скажем, если придем к власти, аннулировать иммунитет депутатов? Потому что вот мы предлагаем это, потому что все, получается, кто пытается убежать от закона, покупают какие-то места в партиях, которые 100%, скажем так, они считают на данный момент, что проходят. И как вы смотрите на вот эти два предложения? Что касается президента, это мое субъективное мнение. Я тоже считаю, что президента необходимо, чтобы избирал народ. Что касается аннулирования депутатского мандата и его неприкосновенности, я вас в этом плане, наверное, скорее всего, тоже поддержу. Так как необходимо, очень многие просто злоупотребляют этой властью. Более того, я хочу сказать вот очень важный момент. Наверное, только у нас, и не только, я более чем уверен, что только у нас мы заключаем договора, где мы на себя берем, согласно 329 статьи, уголовную ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств. Можете ознакомиться, такая статья существует, публичное лицо. Ну и далее есть еще определение, что такое публичное лицо. То есть на ваш вопрос отвечаю. На ваш вопрос касательно президента, это субъективное мое мнение, я не знаю мнение своих коллег, но я его в принципе поддерживаю. Тот же вопрос. Да, мы сетуем за то, чтобы президента избирал народ, и еще чтобы народ избирал также генерального прокурора и председателя Высшей судебной палаты. Это люди, которые должны трудиться для народа и преследовать как и оппозицию, так и власть, и быть ответственными только перед народом. Народ их выбрал, чтобы только народ смог их снять с должности. Спасибо. И, Андрей, ваш второй вопрос к Анне. Я, наверное, никаких вопросов вам задавать не буду. В принципе, мне ваша позиция ясна. Я имею право не знать. Конечно, значит, я все очень хорошо объяснила. Да, вы объяснили очень хорошо, мне ваша позиция, в принципе, ясна. Все, спасибо. Тогда мы переходим к третьему раунду. А третий раунд у нас видеоопрос наших жителей. Я попрошу оператора включить видеоопрос, вы посмотрите, ну а потом будете комментировать. Хочется обновления в политике, в жизни людей. Особенно у людей такого, как я. Это наше будущее, то есть как мы проголосуем, так и пойдет. Смотря не так пойдет, смотря кто к этому придет. Наверное, преобладание политиков, те, которые истинные патриоты Гагаузии, патриоты Молдовы, те люди станут у власти и могут руководить. И надеюсь, что сегодня политики, те, которые идут в власть, значит, это должно быть закономерно о том, что они должны служить народу. Не делали просто, как на Украине сделали, вон, бардак этот, что люди страдают. Что касается меня, все нормально. А вообще, конечно, я думаю, что условия не очень-то хорошие. Кардинально нужно все менять. Кардинально, потому что ситуация на сегодняшний день архиплачевная. Это мое личное мнение, да. И, конечно, нужно в первую очередь думать о людях. Это банально, но на сегодняшний день о нашем народе не думает никто. Достаточно сложно, учитывая ситуацию на Украине, у наших ближайших соседей. Да и, опять же, учитывая нашу экономическую ситуацию в Республике Молдова в целом. Ситуация достаточно сложная. В той ситуации, которая сложилась в Республике Молдова
и на протяжении 20 лет после развала Советского Союза, и особенно последних пару лет, и особенно последнего жаркого лета, где идет война на Украине. Вот. Что, во-первых, хочется мира. И очень нужно, чтобы был мир. Как во всем мире, как между Россией и Украиной, как в бывшем СНГ, и у нас в Молдове, и у нас в Гагаузии. Частным предприятиям дать им возможность просто работать и не душить, теми же налогами не душить их, просто дать возможность работать. Чтобы были рабочие места, и чтобы новое поколение спокойно, смело, чтобы могли люди оставаться здесь на месте. Никуда не уезжать, а расти детей здесь. Единственное, что хотелось бы, чтобы все-таки победила более прагматичная партия, если так сказать. То есть та партия, которая ближе к народу, та партия, которая действительно будет стараться делать как можно больше для простого народа. Ну что ж, уважаемые участники, вы посмотрели опрос, ваши комментарии. Давайте, Андрей, с вас начнем. У вас больше всех время, по-моему, есть еще. Мне осталось 6 минут. Замечательные тезисы были высказаны нашими участниками. Некоторые, в принципе, вопросы мы сегодня уже затрагивали. То есть экономическое развитие мы, в принципе, затрагивали. То есть мы, в частности, вот блок «Выбор Молдовы. Таможенный союз» видит его, естественно, в единственном направлении, это в составе Таможенного союза. Я, в принципе, аргументировал, что касается, в принципе, Европейского банка развития, что касается отрицательного торгового сальда, что касается, что мы собираемся денонсировать вот это кабальное соглашение, которое было подписано. То есть ряд таких вот моментов. Что касается внутренних каких-то проблем, вот слышал один комментарий, человек высказался, что необходимо приход людей, которые, в принципе, от народа. То есть я приведу маленький пример. В частности, вот на территории Российской Федерации мы включили в списки кандидаты людей от народа. Был проведен опрос, были выдвинуты, там были собрания от молдавской диаспоры. То есть мы свои обещания сдержали и включили их в списки в кандидат. То есть это не кумовство, это не, ну, как многие в принципе продвигают, кум, сват, брат, пожалуйста, ты будешь третьим, ты будешь четвертым. То есть люди вышли, то есть они высказали свою позицию, они показали своими делами, что они сделали, в частности для организации, либо что они собираются сделать. Они были выдвинуты в депутаты, в кандидаты депутатов. Ну, уже какими они попали по счету, как бы это один момент. Что касается, вот, к примеру, у нас есть общественная организация, может быть, слышали, да, «Выбор Молдовы». Проводилось огромнейшее количество мероприятий. Свыше 1136 встреч было, свыше сотни акций, сотни, может быть, даже и больше различных акций. Участников общественной организации «Выбор Молдовы» свыше 20 тысяч. Многие из этих участников также, в принципе, попали по спискам кандидата. Это люди от народа. Люди, которые знают проблемы, то есть люди, которые понимают, как их решать. Есть очень грамотные специалисты. Есть... От Гагаузии кто? От Гагаузии, в принципе, в частности от Гагаузии, там значит, есть у нас ребята и Дмитрий Анастасов, он являлся сторонником данного вектора, то есть он был представителем. Я уже как бы не говорю про партию регионов, которая, в принципе, здесь... Первые в списках, да? Да, которые в первые в списках. То есть непосредственно, что касается молодых ребят, то есть вот у нас был такой человек, Дмитрий Анастасов, который яро ратовал за таможенный союз, который вот, обычный парень из народа, одним словом. Скажите, Андрей, а вы сказали денонсировать соглашение с ЕС, да? Вы собираетесь это сделать? Каким образом? Как это вы будете делать? Ну, естественно, необходимо парламентское большинство для денонсации. Будут заключены какие-то союзы, коалиции, те, которые ратуют за денонсацию данного соглашения. К примеру, мы знаем, что Ренат Усатый, он заявил о том, что он собирается денонсировать данное соглашение. Есть еще ряд партий, ряд сторонников, которые за денонсацию. Он будет в парламенте? Я предполагаю, что будет. И мы предполагаем, что заключим. А если будет меньшинство вас? У нас меньшинство не может быть, потому что свыше 60% поддерживают вектор таможенного союза. То есть свыше 60% против Европейского союза. Никак не может быть у нас меньшинство. Понятно. Ваши комментарии, пожалуйста. Вот меня очень порадовали реплики всех участников опроса, потому что там были идеи о приходе к власти новых людей, о том, что Молдове нужны люди, которые из народа. Я не думаю, что господин Шелин, при всем моем к нему уважении, так хорошо понимает проблемы народа простого. Вот у нас как раз в партии это люди молодые специалисты, которые прекрасно знают, сколько стоит картошка и сколько стоит
маршрутка, да, проезд в маршрутке. То есть у нас люди новые, которые не участвовали ни в каких схемах, которые действительно любят эту республику, которые, несмотря ни на что, несмотря на все трудности, которые есть, решили остаться тут. Решили остаться тут, потому что мы хотим здесь, у себя в стране, сделать лучше. Лучше для нас, лучше для наших детей, вернуть нашу молодежь, которая уехала за рубеж, чтобы мы вместе смогли тут сделать красивое, хорошее государство, приемлемое для житья, скажем так. Я очень порадовалась за тех, которых опросили, за тех граждан, которых опросили, потому что мы действительно любим эту страну, мы новые люди, мы любим эту страну, мы понимаем проблемы народа, и мы хотим их решить. У нас хватит сил, у нас хватит мозгов для этого, и мы готовы всех себя отдать, да, для того, чтобы этой стране жилось лучше. А вот в ваших программах, чем ваши программы отличаются вот от других программ, от других партий? У нас, скажем, более радикальные программы, если вы тезис, если вы заметили, то есть мы хотим уменьшить количество чиновников, мы хотим уменьшить количество структур, мы хотим, чтобы система медицинского страхования была для народа, чтобы не было таких казусов, от которых мурашки бегут по коже, что человека, который не смог оплатить свой медицинский полис, сажали в тюрьму. При том, что еще об этом так открыто говорят, что у нас еще 1800 дел таких. Люди этим кичатся, люди от этого счастливы. Это бред. Государство вместо того, чтобы помочь своим гражданам, государство их давит. Это в корне неправильно. Мы хотим поменять эту систему, чтобы эта система позволяла человеку, который работает, который платит налоги, действительно получать какие-то блага от этого, да, чтобы не стоять по 2 недели на записи у семейного врача, потому что мы, в отличие от некоторых представителей близких к народу, у нас нет частных врачей, да, лично, мы должны стоять в очередях. Мы хотим пенсионную систему поменять на кумулятивную, да, чтобы человек смог еще с 18 лет себе на счет, да, ставить по 1 лею там в месяц, потихоньку, чтобы и государство в 50% частные размере... пенсионные фонды создавать? Да, государство в 50% размере тоже покрывало этот фонд. То есть я ставлю там 10 лей, государство ставит там тоже 10 лей. Этим фондом я смогу воспользоваться, когда мне будет 60 лет, да, или 57, или 62, уже какой возраст, да, то есть до пенсионного возраста, чтобы у человека, когда ему сейчас хорошо и он сильный, чтобы он смог позаботиться о своем будущем, и государство к этому тоже усилия прилагало. Мы хотим позаботиться о наших молодых семьях, в том, что касается предоставления им жилья, то есть обязать генеральных застройщиков зданий, да, чтобы 10% от квартир, которые в жилом здании, чтобы они продавались по себестоимости. Также мы хотим организовать государственный банк или государственный фонд, скажем так. Но государственный банк это более понятно, который смог бы составить конкуренцию нашим коммерческим банкам, который выдавал кредиты от 3 до 5%, как выдают во всей Европе, во всей Румынии. Значит, если там это выгодно, значит это выгодно и у нас. Банковская система везде одинаковая. За счет того, что этот государственный банк будет предоставлять кредиты на основе, то есть на хороших процентах, за счет этого опустят кредиты и коммерческие банки, потому что они не смогут выжить. Этот банк, чтобы вы поняли, этот банк не для того, чтобы обогащаться, а для того, чтобы помогать населению. То есть депозиты максимальные, кредиты минимальные, чтобы у него в конце сальдо было 0, то есть он работает только на население. Еще мы очень хотим, чтобы граждане нашей страны гордились своей страной. Неважно, русский ты, украинец, гагауз, поляк, немец, еврей.
мы все граждане этой страны вне зависимости от национальности, и все мы должны гордиться этим. Понятно, спасибо. И еще один вопрос. Что для нашего региона предусмотрено вашим, кроме как создать южную зону? Для гагаузии. Гагаузы – это наши граждане. Так. Несмотря что они по национальности не гагаузы, они наши граждане. Они должны получать все те же приоритеты и права, которые радуют других граждан. И от 3 до 5% кредиты, и без налогообложения до 2 лет для молодых предпринимателей, и кумулятивный пенсионный фонд. Они всем этим, то есть в целом будут пользоваться всеми правами, потому что у нас все граждане одинаковые. Спасибо. И ваши комментарии, пожалуйста. Да, было достаточно интересно. И я еще раз убедился, что все достаточно трудные задачи имеют очень простое решение. Если хочешь решить проблему Республики Молдова, спроси у людей. И люди сами сказали, как это можно решить. Они сказали, что к власти должны прийти те люди, которые будут думать о народе, которые будут видеть даже выгоду из того, чтобы инвестировать в людей. Да, но те же люди выбирают эту власть. Именно вот люди должны сделать правильный выбор, выбрать не узкомыслящих политиков, которые видят только в одном направлении и кроме этого ничего, или политиков, которые защищают интересы определенных кланов мафиозных, а людей, которые уже имеют какой-то результат, не являясь у власти, не являясь в правительстве, которые делают, несмотря на то, что они в оппозиции, или просто общественное движение, или молодежное движение, именно своим делом доказывают, что они могут это сделать. И тогда люди, когда увидят, что да, на данный момент вы можете это сделать, вы делаете это правильно, как, например, Народная партия, да, для того, чтобы создать свою программу, мы что сделали? Мы опросили людей. Вы с этим согласны? Вы с этим согласны? Люди отвечали да, нет, да, нет. И с этой программой мы вышли, то есть именно в предвыборную кампанию. И самое главное, что человек должен быть защищен. Что они вам посоветовали? Чтобы я посоветовал? Нет, что они вам посоветовали? Они что посоветовали, в ваших программах да, есть? Скажем, открыть элементарно те же вещи, открыть школы во всех селах. Независимо, сколько там детей учатся, потому что образование наших детей не может быть дорогим. Дорогим оно становится тогда, когда у нас необразованное государство, скажем так, и люди убегают работать на стройке. Вот это дорого. То есть образование должно быть бесплатным для детей. И мы доказали это, что это возможно, являясь партией вне парламента. Мы доказали это, являясь простым общественным движением. Второе. Медицина должна быть для детей и для пенсионеров бесплатным. Это не обсуждается. Потому что дети это наше будущее, а пенсионеры это те, которые несколько лет работали на нас. Для нас они работали. Деньги откуда? Деньги откуда? Очень простой ответ – деньги. Вот даже коллега предложила сократить министерство. Это сразу уже несколько миллионов. Особенно если мы еще закроем вместо 101 депутата, возьмем 71. 51. Хорошо, 51. Это уже достаточно денег, чтобы открыть те же школы. И еще один. Мы говорим, что у нас нет денег для школы. Хорошо, наши депутаты обучают своих детей в Лондоне или во Франции. То есть для этих детей они находят эти деньги, а для простых детей не могут. И второе, и третье. Я вам сейчас дам реплику. Да. Как у нас люди получают зарплату? Давайте посмотрим об этом. Мы получаем их под столом. У нас официальная зарплата ставится 600 лей для того, чтобы не платить налоги, потому что эти налоги убивают просто любое предприятие и платятся под стол. Если вытащить эти все деньги, если сказать, есть любое предприятие, которое, скажем, поддерживает открытие новых рабочих мест, просто-напросто освобождается от налогов на 5 лет. И оно тогда развивается. Есть определенная математика. Я не экономист, я политолог, но есть определенная математика. На данный момент как получается? Образно. Человек имеет 5 лей, у него отбирают 3 лея. На 2 лея он не может прожить. Дай возможность человеку заработать 10 лей и возьми даже не 3, а 4. Но эти 4 государства сможет снова пускать в оборот, и человек запросто живет на 6 лет. То есть у нас не идет инвестиция, то есть именно в человека, именно в стабильность и возможность здесь жить.
Потому что мы говорим о росте, экономическом росте или стабильности, но для этого нам нужны люди, нам нужны специалисты, нам нужна молодежь, нам нужны наши родители, которые сейчас работают в Москве где-то или в Санкт-Петербурге. Спасибо. Спасибо большое. У вас ровно минута осталась для обращения к избирателям. Пожалуйста, и вы имели реплику. Да, вы у меня хотели что-то добавить? была маленькая реплика касательно расформирования такого органа, как антикоррупционного центра. Если мы его расформируем, у нас не будет коррупции просто. У нас не будет коррупции, потому что никто не будет это фиксировать. Необходимо вести контроль. Причем необходимо вести контроль таким образом, чтобы это коррупционное агентство никому не подчинялось. В данном случае что у нас происходит? Человек от господина X находится в этом, является директором антикоррупционного агентства, и по команде звоночек, этих трогать, этих не трогать. Нет. Должна быть, значит, органы, вот, что касается прокуратуры. То есть генеральный прокурор должен избираться не органами власти, депутатами, либо правительством, он должен избираться каким-то другим путем. Что касается, в этом плане я соглашусь. Что касается коррупционного центра, нельзя его расформировать. Если вы расформируете антикоррупционный центр, коррупции не будет по статистике, но эта коррупция будет. Необходимо ведомство, которое контролировало бы каждого чиновника, каждого, кто находится у власти. Это маленькая вот реплика касательно... Насчет антикоррупционного мы говорили о министерствах и о депутатах. Антикоррупцию распустить это... Да, это была моя идея, распустить антикоррупцию. Да, вы можете реплику. Вы имеете у вас... Но те, которые сейчас борются с коррупцией, можем распустить, я думаю. Я данные высказывания слышал от многих политических партий. Я не согласен просто с данным тезисом, поэтому я как бы подчеркну, что нельзя ни в коем случае распускать, потому что не будет ее, на статистике ее не будет. На самом деле она будет существовать. Вы подождите. Центр по борьбе с экономическими преступлениями, да, он вобрал в себя обязанности и прокуратуры, и полиции. До тех пор, пока не создали этот центр, прокуратура занималась делами коррупции, разные подразделения Министерства внутренних дел, то есть всегда этим кто-то занимался. Да. Это сейчас просто... Мы говорим, что он должен быть не при какой-то партии власти. Он перешел дружно, кто-то был у власти, он был на их стороне, пришел кто-то другой на той стороне, придет кто-то еще, он будет на той стороне. Вы понимаете? Это невозможно искоренить, вы всех оттуда не уволите. Поэтому легче всего это все... Изменить закон. Легче всего это все убрать. Да. Кто будет заниматься этими вопросами тогда? Какими вопросами? Эти дела обратно перейдут в прокуратуру, Министерство внутренних дел. А кому будет подчиняться прокуратура? Прокуратура, и если вы были ранее, даже вы согласились со мной, что прокурор должен быть избран народом, и он подчиняется только народу. Да? То есть он действует от имени народа, и он защищает интересы народа. Он избирается. Все, спасибо, Анна, у вас мало времени остается для обращения. Андрей, у вас еще есть время, вы можете продолжить свое выступление. Или рассказать, что в ваших программах предусмотрено для развития Гагаузии. Коль мы сегодня в Гагаузии, меня интересует этот вопрос. Что касается Гагаузии, в принципе, и не только Гагаузии, хотелось бы отметить очень важный момент, что в принципе, мы считаем, что необходимо провести федерализацию Республики Молдова, опять-таки, только в таможенном союзе, потому что мы прекрасно понимаем проблемы Приднестровья, куда они смотрят, и они однозначно не войдут в Европейский Союз. Что касается Гагаузии, 98,5% гагаузов, между прочим, господин Формузал провел референдум, высказались за таможенный союз. И проблемы молдавской государственности и суверенитета решаемы только в составе таможенного союза. То есть мы сохраняем свой суверенитет, мы сохраняем свою государственность, целостность, неделимость. Более того, мы восстанавливаемся с Приднестровьем. Не будет этого конфликта в составе таможенного союза. В принципе, маленький такой ремарк. С 2015 года начинает действовать Евразийский экономический союз. То есть фактически таможенный союз, наверное, все следят за новостями, был расформирован. И с 1 января 2015 года начинает действовать уже Евразийский экономический союз, в состав которого, в принципе, уже входит и Армения. То есть данный рынок, он расширяется. То есть количество стран-участниц все больше и больше, которые изъявляют вступление. Например, вот говорили по поводу общих границ. Сирия изъявила тоже желание вступить в таможенный союз. Турция изъявила желание вступить в таможенный союз. Турция? Огромнейший рынок сбыта. Более того, касательно турецких товаров, то есть, общался с председателем коммунистической партии Турции Айдемиром Гюлером. Он говорит, что в принципе нам Штаты запрещают идти на какие-то контакты с Российской Федерацией. Потому что мы прекрасно понимаем, что в принципе, сейчас разыгрывается карта геополитическая. На что турки ответили? Если вам запретили и вы не собираетесь продавать свои оливки, мясо, мы не будем идти у вас на поводу. Мы, наоборот, организуем связи с Российской Федерацией и будем им поставлять
окорочка, будем им поставлять оливки. Более важно, я вижу, что время заканчивается. Все, спасибо, время вышло. Уважаемые участники, время дебатов уже закончилось, и сейчас... Очень быстро оно пролетело, не да, успели целый много час. обсудить. И прямо сейчас вы имеете возможность обратиться к зрителям с вашей программой или с вашими обращениями на это, ну, оставшееся время. И, наверное, с Ян. Ян, давайте с вас начнем. Да, спасибо. Уважаемые граждане, 30 ноября нам всем придется сделать нелегкий выбор, и мы должны разумно сделать этот выбор, проголосовать именно за людей, за команду, которая будет думать именно о народе, проголосовать за тех, которые уже своими действиями доказали, что они могут это сделать, что они этого хотят сделать в первую очередь. Народная партия – это партия, которая на протяжении своего существования с 2011 реализовала сотни проектов по поддержке сельского хозяйства, по поддержке молодежи. Мы открыли практически в каждом районе консультации бесплатные для фермеров, чтобы они знали именно, как правильно открыть предприятие. Мы открыли юридические консультации бесплатные. Мы поддержали молодежь, создав несколько сотен рабочих мест здесь, в Республике Молдова. Мы создали фонды, при помощи которых поддержали образование бесплатное для наших молодых ребят, чтобы они смогли здесь дальше продолжать обучение. Я думаю, что Народная партия сделала достаточно мало для страны, но сделала много для партий, которые не в парламенте. Поэтому я вас призываю голосовать за тех, которые действуют, которые хотят изменить ситуацию в Республике Молдова и которые вернут Молдову народу. Спасибо. Анна. Пускай он уже. Ну, как решите. Давайте. Спасибо. Осталось 37 секунд. Дорогие друзья и коллеги, обращаясь к вам, хотел бы отметить, что сегодня те политформирования, которые выступают за таможенный союз, в частности Гагаузия, 2 или 3 февраля, точно не помню дату, 2 февраля высказалось 98,5% высказалось за таможенный союз. И те партии, которые выступают сегодня за таможенный союз, объединились в единый блок. Взяли на себя, более того, обязательства о несении уголовной ответственности, о невыполнении взятых на себя обязательств. Поэтому, дорогие друзья, 30 ноября призываю всех выйти. Ни в коем случае не блокировать выборы, так как ваши бюллетени могут использовать. И фальсификации, скорее всего, будут от правящего альянса. Выйти 30 ноября и проголосовать за блок «Выбор Молдовы. Таможенный союз». Само название говорит за себя. Спасибо. Спасибо. И Анна. Уважаемые граждане, 30 ноября призываю вас голосовать за команду «Демократия дома», «Демократия кассы», 11-е в избирательном бюллетене. Это новая команда, сильная, смелая, крепкая, которая ничего не боится, ни шантажа, ни угроз. Мы готовы создать новую Молдову, нормальную Молдову, которой мы вместе с вами сможем гордиться, с которой выйдем на международный уровень и скажут и представители Таможенного союза, и Евросоюза: да, такую Молдову, сильную, смелую, крепкую, мы хотим в своем составе. Голосуйте за демократию Акаса, и да поможет нам Бог. Спасибо. Уважаемые телезрители, отведенное время для дебатов подошло к концу. Напомню, что в сегодняшних дебатах приняли участие Спиричев Андрей, кандидат в парламент Республики Молдова от блока «Выбор Молдовы. Таможенный союз». Анна Цуркан, кандидат в парламент Республики Молдова от политической партии «Демократия дома». И Ян Лесневский, кандидат в парламент Республики Молдова от политической партии «Народная партия Молдовы». А я с вами прощаюсь, но дебаты на телеканале АТВ продолжаются. Следующие дебаты смотрите на нашем канале завтра, 11 ноября, со следующими кандидатами в парламент Республики Молдова. Партия коммунистов, Либеральная партия и партия Возрождение. Дебаты провела ведущая Елизавета Ротарь. Спасибо вам за внимание. А вам спасибо за участие. Спасибо.